Мои впечатления, как всегда, от такого рода мероприятий самые глубокие, самые положительные. Вот мне интересно общаться с коллегами, интересно слушать выступления, приобретать что-то новое для себя, открывать какие-то горизонты, которых я раньше не знал. Ну, надеюсь, что коллеги, которые здесь собрались в моем выступлении и в тех мыслях, которые я предоставил от себя, видят то же самое. Что касается всеобщего сотрудничества, не только Казахстана, Узбекистана, а всего Центральноазиатского региона и других стран за пределами того, что мы называем Центральной Азией, убежден, что это ключевое. И это самое ключевое лежит в истории и культуре наших стран. Безусловно, это единая история. Когда мы начинаем говорить о единой истории, мы, естественно, вспоминаем какие-то яркие образы. Но для нас яркие образы, о которых я уже говорил выше, это, например, тот же самый прославленный Амир Тимур. Это Узбекистан, его рождение, это место его смерти, Атрар, который расположен на территории Казахстана, его погребение, Гур-Эмир, Самарканд. Как в этом не видеть общее? Или, например, Бухар-Жирау, его рождение в Бухаре, его обучение, его преподавание в медресе, недалеко от Туркестана, и его погребение в Баянауле. То есть все вот эти вот вещи, они говорят нам о том, что это единая история, единая культура. Могу привести и третий пример. Это знаменитый археологический город Сыгнак. Это усыпальница шейбанидов, это столица нескольких периодов крупных в жизни опять Центральной Азии, Дешты-Кыпчака, Аккорды, Казахского ханства. Все это опять же говорит о том, что проживающие здесь народы, они безусловно и в Казахстане, и в Узбекистане, и в других странах, они будут посещать эти объекты, они будут наслаждаться тем духовным образом, который эти объекты имеют. Но наша задача в наших руках этот духовный образ не только сохранить, не меняя его, не преображая его, но донести всем тем, кто интересуется, и поколениям, которые будут за нами, в том виде, в котором нам оставили предыдущие поколения, наши предки. И вот это вот наша задача. И я, как археолог, могу сказать, что изучая, открывая вот эти страницы прошлого, мы и сами погружаемся, и погружаем других людей, которые хотят узнать свою историю в такие глубины и в такие вещи, от которых торжество разума, и, как мы это иногда называем, национальная идея, только крепнет и становится настолько сильной, что просыпается чувство патриотизма, чувство желания говорить о своей идентичности к данной земле, к своей родине. Я вообще здесь представляю Международный институт центральноазиатских исследований, уникальную платформу, площадку, которая была создана в 1995 году 10 странами центральноазиатского региона, но среди них, которые, так скажем, находятся, я не скажу на окраинах, но, по крайней мере, не являются странами, которые расположены в центре этого огромнейшего региона. Это Южная Корея, это Пакистан, это Турция. Вот эти вот страны, они, пропагандируя науку, культуру, вот на этой платформе, о которой я говорил выше, говорят о том, что туризм является основой, ключевым вектором, драйвером развития всего того, что мы называем емкими терминами культура, наука. Вот сейчас, с точки зрения науки, развивается такое мощное направление, которое в недалеком будущем найдет свое мощное отражение в туризме. Это, например, серийные транснациональные номинации. Среди них есть такие мощные номинации, которые уже получили свой абсолютный успех и были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как «Шелковый путь», коридор шелкового пути, Сиань-Тиньшанский коридор. А теперь несколько стран, 4 страны, среди них Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан ведут мощнейшую работу над номинацией второго коридора. Называется он Фергано-Сырдаринский коридор. Все, что от Ферганы и связано с мощной артерией, которую мы именуем Сырдарья, и вдоль нее располагались нити шелкового пути. Вот этот вот уникальный объект планируется посредством, опять же, научного изучения, популяризации включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мое убеждение, что именно создание геокультурных брендов, то есть геокультурно мы понимаем территория и культура, привязанная к определенному региону,
и создание якорных объектов, таких как, например, археологические парки или объекты всемирного наследия, те, которые включены в список всемирного наследия, за ними стоит будущее развитие туризма. И вот этот геокультурный брендинг, когда мы создаем новый бренд, но не на новом месте, а на исторической действительности, исторической реалии, вот именно и это является основой основ продвижения туристической сферы в недалеком будущем. Начало уже положено этому всему.